О подготовке к зиме и сюрпризам погоды поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Кирилл Первов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. У нас с вами традиционная встреча. Как правило, мы всегда с вами встречаемся для того, чтобы обсудить, еще раз напомнить нашим телезрителям, что впереди нас ожидает зима. Соответственно, есть какие-то опасные моменты. Мы сейчас говорим о пожарах. Какова статистика на сегодняшний день? К сожалению, с начала года у нас уже на пожарах погибло 166 человек. Это, конечно, немного меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Статистика показывает, что это на 4 случая меньше. И в целом, если смотреть, и количество пожаров у нас сократилось где-то на 20%. Вот с начала года уже более 6 тысяч пожаров произошло, а в том году еще на 20% было больше. Количество спасенных у нас в этом году также увеличилось. Количество травмированных также уменьшилось порядка на 20%. То есть вот эта ежегодная наша постоянная профилактическая работа, она дает свои плоды. При этом мы традиционно видим, что в четвертом квартале, этот октябрь, ноябрь, декабрь, возрастает все равно количество пожаров. Это связано с понижением температур. Традиционные причины – это всегда у нас курение дома, неисправность электропроводки и неправильная эксплуатация печей. Поэтому совместно с муниципалитетами мы в рамках своей профилактической работы именно делаем акценты для населения вот по этим причинам, чтобы не допускать таких трагических пожаров. Вот какие есть рекомендации? Мы говорим с вами об эксплуатации электроприборов, о печном оборудовании. Какие здесь есть правила для того, чтобы исключить пожар? Знаете, сложился такой стереотип, наверное, да, что такие трагические пожары, гибель на пожарах происходят, если вот человек обязательно только какой-то неблагополучный образ жизни ведет. На самом деле это, не совсем так. Потому что, да, наибольшее количество пожаров происходит именно в такой вот группе риска, но на самом деле никто не застрахован от такого. Потому что я вот знаю очень много случаев, когда люди строят, например, свой дом, соблюдая все правила пожарной безопасности, и потом, когда у них возникает загорание или задымление, они очень сильно бывают этому удивлены. А это может произойти элементарно из-за некачественного светильника, например, да, который вы установили, купили в магазине, и очень сложно проверить, да, там, внутреннее его устройство. Или, например, некачественная зарядка от телефона. Или вот бывает так, что электровентиляторы, которые устанавливаются в системах вентиляции, из-за них происходит загорание. Поэтому как себя защитить? Ну, во-первых, обязательно контролировать состояние электропроводки. Сейчас есть много современных устройств, которые позволяют в случае короткого замыкания, чтобы отключался, да, проводка. Далее мы традиционно рекомендуем установить автономный пожарный извещатель, который проинформирует вас. Это очень важно, особенно ночью, если будет задымление. Еще один важный фактор – это постоянное внимание к детям, чтобы малолетние дети не оставались дома одни. Потому что мы знаем, что в этом году у нас были трагические пожары, где гибли детки, как раз когда они оставались без присмотра родителей. Вот выполнение вот этих главных правил, наверное, позволит гарантировать, что ваше жилище, ваша семья будет в безопасности. Близится зима, минусовые температуры. Здесь уже встает проблема тонкого льда. Вот как вести себя и вот в какой момент уже лучше не подходить? Как проверить, можно ли пройти по льду? Да, но у нас наступает ноябрь, это такой переходный месяц, когда у нас есть еще и несчастные случаи на открытой воде. К сожалению, в этом году у нас 11 трагических случаев было зафиксировано с рыбаками. И опасность именно ноября в том, что вода очень холодная. И если, например, вы по какой-то причине оказались в воде, выпали из лодки, например, то буквально время идет на секунды, чтобы добраться до берега. Поэтому здесь рекомендации какие? Если пока вы еще рыбачите с лодки, то это обязательно наличие спасательного жилета, раз. Второе, желательно от берега далеко не уходить, два. Не отправляться на рыбалку одному, три. Ну и, конечно, минимизировать употребление алкогольных напитков, потому что статистика показывает, что это приводит к трагическим последствиям. Вот буквально у нас пару недель назад в Хайбинском районе тоже был случай, когда гости из Оренбургской области к нам приехали на рыбалку вчетвером, употребили алкогольные напитки, после этого двое отправились на рыбалку, и, к сожалению, вот, один мужчина утонул. Это то, что касается вот открытой воды. И с переходом через 0 градусов в ноябре уже начинает образовываться лед. В этот период мы традиционно фиксируем особенно несчастные случаи с детьми, потому что дети у нас традиционно, когда вот только-только тонкий лед начинает образовываться, любят подойти
там, ногой поломать лед и так далее. И иногда, если маленький ребенок, даже какого-то небольшого водоема или канавы в сельской местности достаточно, чтобы он мог утонуть. Поэтому в этот период особенно внимание к детям. Мы традиционно и с школами проводим, да, и в родительские чаты соответствующую профилактическую информацию размещаем. Но уже то, что касается взрослых, опять же, это в первую очередь у нас выходят рыбаки на лед. Считается, что первый лед, он такой особенно успешный, да, с точки зрения рыбной ловли. Поэтому еще раз напоминаем, что в данном случае толщина безопасного льда 10 сантиметров, поэтому пока вот такой толщины льда нет, лучше на лед не выходить. Кирилл Сергеевич, не могу не вспомнить ту историю, которая случилась буквально 2 недели назад. Это когда пропала туристка. К счастью, ее нашли. Но вот сейчас у нас очень популярны такой вид отдыха, как именно тур по горам Республики Башкортостан. Вот какими правилами нужно руководствоваться для того, чтобы уйти со своей группы и вернуться со своей группой? Да, действительно, вот, внутренний туризм в Башкортостане развивается. Мы ежегодно видим, что количество отдыхающих у нас увеличивается. Но при этом, к сожалению, не все соблюдают правила безопасности. И иногда, может быть, даже по незнанию, да, вот та же самая гора Еремель, она становится такой популярной вершиной. И многие думают, что это вот, ну, как сходить в городе, там, в парк погулять, да. На самом деле это горы, а горы ошибок не прощают. И обязательно должна быть соответствующая подготовка. Поэтому обращаем внимание, вот особенно тех, кто через интернет там собирается в группы какие-то, да, коммерческие группы, которые особенно первый раз друг друга видят, то здесь нужно очень тщательно подходить к выбору такого тура, уточнять, кто будет гид, насколько он опытен, сколько человек будет в группе, сколько сопровождающих, есть ли страховка и так далее. Если мы говорим именно про гору Еремель, там достаточно большой перепад высот, и может быстро меняться погода. И если, например, внизу может быть еще там плюсовая температура, достаточно тепло, то когда вы поднимаетесь на вершину, там вот сейчас уже, например, лежит снег, однозначно очень сильный ветер может быть, и если изменится погода, и, например, будет метель или туман, то уже очень сложно будет сориентироваться, куда спускаться обратно. И вот такие случаи как раз мы фиксируем, а их, к сожалению, у нас достаточно много, когда на горе Еремель люди теряются. Это происходит из-за чего? То есть люди поднимаются на вершину в условиях тумана или плохой видимости, не понимают, куда нужно спускаться, и традиционно начинают спускаться в сторону так называемых Тагынских болот. Почему это происходит? Потому что на противоположной стороне горы Еремель, там населенный пункт Учелинского района, какой-то появляется огонек. Люди думают, что это вот населенный пункт Тюлюк, откуда они поднялись в Челябинской области. И уходят в совершенно другую сторону, спускаются в сторону болот, соответственно, теряют время, уже начинает ночное время, да? Начинается паника, и они уже теряются окончательно. И если мы берем, например, вот крайний случай с женщиной, ее нашли только на 4-е сутки. То есть она 4 суток провела практически без еды, там, без воды в такой труднодоступной местности. Поэтому рекомендации какие? Еще раз. Вообще желательно, чтобы группа была подготовлена. Обязательно иметь с собой наличие воды, питания с запасом, да, для того, чтобы вот есть какая-то такая нестандартная ситуация, чтобы вы могли себя поддерживать, пока вас найдут спасатели. Ну и, конечно же, отправляясь на такой туристический маршрут, обязательно нужно пройти регистрацию на сайте МЧС России, или Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, о чем мы постоянно говорим. Кирилл Сергеевич, а если говорить, что вот в октябре завершается месячник гражданской обороны, какие выводы, какие результаты? Месячник гражданской обороны в целом он проводится для того, чтобы наши жители получили дополнительные знания в области культуры безопасности жизнедеятельности, в области защиты в чрезвычайных ситуациях. Могу сказать, что в последнее время очень актуально стало получение этих знаний, и многие жители республики самостоятельно обращаются к нам на сайт, в социальных сетях, да, для того, чтобы получить информацию, как действовать в той или иной ситуации, что действует, как действовать, например, если звучит сирена. Поэтому вот в рамках месячника мы такие мероприятия проводим. Одно из самых, наверное, таких заметных мероприятий – это проверка системы оповещения населения. Вы помните, что в начале октября по всей республике мы включали сирены, доводилась речевая информация через систему оповещения населения, проводился перехват теле- и радиосигнала.
И здесь как раз очень важно всем жителям знать, что вот это как раз это сигнал внимания всем, когда длительное завывание сирен. В данном случае нужно включить телевизор, радио, и дальше уже власти доведут информацию о том, что нужно делать в каждой конкретной ситуации. Ну и, конечно же, новое направление – это СМС, информирование населения. Мы через СМС информируем, через наше приложение также доводим актуальную информацию, проводим работу в том числе с неработающим населением и с должностными лицами. Если вот те, кто работает, обучаются в первую очередь в нашем учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Уфе, то для неработающего населения созданы учебно-квалификационные пункты. В каждых муниципальных образованиях их несколько. И поэтому вот жители, если хотят получить дополнительную информацию, например, где находится защитное сооружение, в котором они должны укрываться, или, например, как использовать подвальные помещения для того, чтобы укрываться там, в случае опасности, где находятся ключи и так далее, то здесь можно обратиться или в администрацию соответствующего муниципалитета, или в свою управляющую компанию и пройти короткую подготовку, получить всю необходимую информацию. Ну и, конечно же, всегда можно обратиться в адрес Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, и мы можем оказать необходимую помощь в получении информации как очно, так и в электронном виде. В том числе, если вдруг есть атаки БПЛА, правильно? Да, к сожалению, в последнее время эта тема стала более актуальная. На самом деле в Республике Башкортостан очень большая работа проводится по противодействию этим атакам. Ну, по понятным причинам основная масса этой работы, она проводится не публично, но могу сказать, что глава Республики Башкортостан Ради Фаридович Хадбиров постоянно на отдельном личном контроле все эти вопросы держит. И вы знаете, что вот, есть возможность, в том числе и оповещения населения, если есть угроза атаки беспилотного летательного аппарата. В данном случае информация доводится как через СМС-информирование. Также очень удобно пользоваться нашими мобильными приложениями 112 экстренной помощи и МЧС России, где также информация доводится моментально. И в данном случае, если такая угроза есть, необходимо постараться покинуть открытые участки местности. Если вы находитесь в помещении, то желательно отойти от окон. Если вы стали свидетелем полета беспилотного летательного аппарата, то нужно сообщить в систему 112 о том, где вы находитесь, обстоятельства, там, как выглядит, какой шум, например, издает. И уже соответствующая информация будет передана в экстренные службы, и обязательно с каждым конкретным случаем разбираются отдельно. Но здесь могу сказать, что беспилотная авиация, она используется очень много и в мирных целях, поэтому ежедневно у нас в Республике Башкортостан как пилотируемая авиация, малая, большая, так и беспилотные летательные аппараты летают и выполняют очень много важных задач. Поэтому население в целом у нас очень ответственно к этому вопросу подходит, и мы ежедневно получаем десятки обращений о полетах тех или иных беспилотных летательных аппаратов. Не всегда они представляют опасность для жизни. Да, в каждом конкретном случае проводится проверка, и если есть соответствующая угроза, то уже уполномоченные органы принимают необходимые меры. Кирилл Сергеевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Кирилл Первов был сегодня в программе «Интервью». Это председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. И я, Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.